Про що свідчить такий велелюдний мітинг? Ми розпитаємо у лідера білоруського руху «За свободу». Юрась Губаревич з нами на зв'язку. Пане Юрась, доброго дня вам. Доброго дня. Чи були ви вчора на мітингу, чи підтримуєте Тихановську? На этот митинг непосредственно я не попал, так как нахожусь фактически на изоляции, имею неотбытые 15 суток ареста. И сейчас информация идет по всей Беларуси, что тех людей, которых суд заочно арестовал, начинают вытягивать и садить в тюрьму. Ну, выборы все ближе и ближе, поэтому ситуация становится более напряженной. Те, що Сергію Тихановському дали 2 місяці, було очікуваним для вас? Наверное, нет, потому что во время всех предыдущих избирательных кампаний Александр Лукашенко расправлялся с оппонентами уже после выборов. Тут достаточно вспомнить 2010 год, когда было порядка 9, наверное, независимых кандидатов, и большинство из них в ночь после выборов оказались в тюрьме КГБ. И также происходили массовые аресты. Отличие этого года в том, что задерживают оппонентов предварительно и очень проредили список кандидатов еще до регистрации, так как часть из наиболее сильных персон оказалась в тюрмі. На вашу думку, люди прийшли на мітинг, попри те, що в Україні продовжуються пошуки зараз ще близько 200 найманців Вагнера. Це формування активного громадського суспільства, протест проти переобрання Лукашенка чи просто сподівання на авось, що провокацій на мітингу не буде? Ситуация кардинальным чином изменилась по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями, где Александр Лукашенко еще мог рассчитывать на какую-то поддержку своего основного электората. Сейчас эти люди поняли, что человек находится не на своем месте. Это очень сильно на это мнение повлияла ситуация с коронавирусом и отношение Александра Лукашенко к пандемии, его шутки, нежелание видеть реальность. А вот эти провокации, которые сейчас происходят, ну, иначе это, наверное, не назовешь, задержание группы боевиков, это не новое для Беларуси. Тут достаточно вспомнить массовые протесты 2017 года против декрета о тунеядстве, когда КГБ в Беларуси сообщило о задержании какого-то джипа с боевиками, который прорвался на территорию Беларуси со стороны Украины со взрывчаткой, боеприпасами и так далее. Но впоследствии этот джип просто растворился в информационном пространстве, никаких следственных действий не производилось. Возможно, и задержание группы этих боевиков также отпадет за ненадобностью после проведения виборів. Тобто ви, я так розумію, з тими експертами, що говорять, що все ж таки це може йти на руку Лукашенко? Возможно, это реальные люди, возможно, они имели реальное задание. И тут российская сторона говорит, что они следовали через Беларусь транзитом. Есть какие-то определенные свидетельства о их спокойном поведении. Это тоже может говорить о том, что они думали, что чувствуют себя как дома. И это уже не первая группа. Но Александр Лукашенко, очевидно, использовал их задержание и использует в політичних целях зараз внутрі Білорусі. До речі, про якусь нову інформацію повідомляють її білорусам чи ні щодо затриманих вагнерівців? Как правило, информация очень скудная, но официальные власти пытаются увязать нахождение этой группы с тем же самым Сергеем Тихановским, который был задержан уже несколько месяцев назад. Не знаю, как у них это получится, но они не думают над какой-то доказательной базой. Сейчас самое главное – это нагнетание атмосферы страха, сбить накал протестов, ну и пережить вот эту дату выборов, которая буквально будет уже на следующей неделе через выходные. Ну, сьогодні вже і наша МЗС говорить про те, що там є українці, які воювали і на Донбасі, і у Криму. Зараз повідомили про те, що їх більше 7, але не сказали, скільки їх там, тому що це буде обговорюватися. Як думаєте, вчора на мітинг ОМОН і міліцію нагнали, тому що спіймали вагнерівців, чи все ж таки більше через те, щоб стримувати людей, які прийшли до Тихановської? Я думаю, первой причиной было то, что власти испугались такого количества людей. Это действительно целые потоки, не только Минск, но и ряд региональных городов, самые маленькие города, они показывают, что люди приходят, наверное, впервые за вот историю независимой Беларуси, по крайней мере, так массово на митинги. Александр Лукашенко уже давно не собирал столько людей, разве что только на первых президентских выборах был повышенный интерес к нему. Это все пугает властей, но вот попытка создавать ограничения, вводить проверку, контроль, пропускную систему. Это все, чтобы сбить волну людей, которые приходят на мероприятия.
І щодо самої Тихановської, ви підтримуєте те, що вона може стати президентом, і взагалі бачите жінку на чолі Білорусі? Сама Светлана заявляет, что она себя не видит на этой должности более чем на полгода. И эти полгода будут достаточны для того, чтобы создать основы для смены власти и отхода от диктатуры и проведения новых президентских выборов. Как раз такие действия Тихановской мы поддерживаем, также готовы ей предоставить программные наработки для реформ, которые нужно сделать буквально первые месяцы, чтобы не случилось отката к старой системе. От ви теж сказали про те, що сам Лукашенко трохи сміється над пандемією і не сприймає всерйоз коронавірус. Як тоді ставитися до цього масового мітингу? Так, за деякими даними там було понад 60 тисяч людей. Навряд чи хтось дотримувався дистанції і навряд чи хтось був у масці. Официальная позиция Минздрава о том, что Беларусь уже победила коронавирус. По крайней мере, Лукашенко не боялся проводить свой парад военный или субботники, или какие-то другие мероприятия массовые во время пика эпидемии. Сейчас говорят про спад. Единственное место, где эпидемия свирепствует, это избирательные участки. И Центр избирком Беларуси запретил нахождение на них более чем трех наблюдателей на досрочном голосовании. Это тоже такой хитрый шаг для того, чтобы ограничить независимое наблюдение, и вибори пройшли абсолютно в непрозрачній атмосфері. Скажіть, а чи є посилення контролю на вулицях через те, що, знову ж таки, ця ситуація з вагнерівцями, так, і те, що продовжують шукати їх спільників? Яка зараз ситуація на вулицях Білорусі, Мінську? Чи є посилені патрулі, чи перевіряють людей, які там перебувають? Практически ничего не изменилось. Единственное последствие нахождения этой группы – это дополнительные ограничения или, так скажем, меры безопасности на мероприятиях оппозиционных кандидатов. Вместо того, чтобы усилить контроль на границе или ограничить какие-то информационные российские каналы Беларуси, Александр Лукашенко этого всего не делает. И тут даже удивительные сейчас происходят вещи на белорусско-российской границе, где российская сторона вводит дополнительный контроль, но пока не дает четких пояснений, почему это происходит. 9 серпня заплановані вибори у Білорусі. Чи очікуєте ви ще розвитку подій у цьому напрямку? Чи очікувати нових провокацій? Як взагалі, як думаєте, буде розвиватися ця ситуація далі? Власти, очевидно, серьезно относятся к тому, что происходит. Я думаю, что в ближайшие дни будут изолированы все те лидеры протестного движения, которые еще остаются на свободе. Но, наверное, людское, человеческое недовольство этой властью будет тяжело остановить даже такими методами. Потому что люди увидели, что их большинство, что даже в самых маленьких городах сотни и тысячи людей готовы выходить открыто на встречу с независимыми кандидатами, со Светланой Тихановской в первую очередь. И я думаю, что это чувство они принесут и в день выборов, и очередная фальсификация вызовет массовое недовольство и выход людей на улицы. На вашу думку, чому не затримують Тихановську, як затримали інших кандидатів? Наверное, регистрируя Тихановскую, они власть... Не бачать у ній конкурента, чи, власне, тому що жінка і... Та хай собі грається. Ну, скажу так, что всего было зарегистрировано 25 инициативных групп кандидатов, и последовательно проводился отсев. Кого-то не зарегистрировали, кого-то отправили в тюрьму. И, наверное, власть посчитала, что уже Светлана Тихановская не станет конкурентом. Но тут произошло объединение ее штаба и штабов других сильных кандидатов. Это их значительно усилило, и сейчас она лидер в президентской гонке и, наверное, с большим отрывом даже лидирует в отношении Олександра Лукашенка. Ви теж планували брати участь у виборах, але на якомусь етапі знялися і сказали, що через те, що відбувається. Що відбувається? Що змусило вас зняти свою кандидатуру? Усиление репрессий как раз в последний день сбора подписей и прошел тот суд, на котором я получил 15 суток ареста и не нахожусь в тюрьме только благодаря тому, что своевременно покинул здание суда. Хотя другие политики, тут можно вспомнить и про Павла Северинца, Николая Статкевича, они уже более месяца находятся в тюрьмах, и к каждому административному сроку власть имеет возможность добавлять следующий.
не выпуская человека из этих темниц. Ну, ваші 15 днів, я так розумію, ось збігають вже, чи ні? Нет, я буду вынужден их в перспективе отсидеть. Угу. Щодо 100 тисяч підписів, цікаво, зібрали ви їх тоді чи ні? Для того, щоб зареєструватися кандидатом? Нет, такая задача изначально не ставилась, и тут это была общая позиция правоцентристской коалиции, которую я тоже представляю. У нас было 3 кандидата, и мы делали ставку на массовые мероприятия, на возможность встреч с людьми по всей Беларуси, проведения пикетов. Это то, что невозможно вне рамок избирательной кампании. В Беларуси практически невозможно получить разрешение на легальное массовое мероприятие. Я думаю, свою задачу мы достигли, так как в предпоследний день сбора подписей мы в Минске организовали пикет, который собрал огромные очереди. И это были скорее такие демонстративный выход людей на улицу в знак несогласия с задержанием кандидатов, несогласия с тем, что власть проводит выборы недемократически и не открыто. Що ж, дякуємо. Будемо стежити за ситуацією у розвитку. Я дякую вам, що змогли долучитися до нашого ефіру. І я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був лідер білоруського руху за свободу Юрась Губарев.